На ковре ожесточенные противостояния. Мельница, рычаг, бросок накатом и туше. Борцы не ограничиваются в приемах. На матах сейчас выступает Абдул-Карим Галаев в синем против своего оппонента в красном. У них завязывается серьезное противостояние. 2 минуты на табло, а счет пока 2-2. Оба борца держатся до последнего, чтобы одержать победу. В итоге борьбы решающей становится выносливость. Абдул-Карим был более подготовлен и смог одержать верх со счетом 13-8. В открытом турнире по вольной борьбе принимают участие около 300 воспитанников со всей республики. На борцовском ковре могут встретиться как опытные, так и начинающие спортсмены. То я его победил, то он меня тоже. А получилось одинаково 12-12. Для одних соревнования стали площадкой, где они могут продемонстрировать свои возможности, для других доказать свое превосходство. Тренеры проверяют своих подопечных перед основными соревнованиями. На СКФО, на республику, официальные соревнования, они должны уже подготовлены быть. А такие соревнования, если они участвуют, они уже уверенно себя чувствуют и борются лучше. Вот поэтому их надо натаскать на этих соревнованиях и смотреть их ошибки, проверять, как они борются. Эти ошибки исправлять и подготавливать их на СКФО, на республику, на Россию. Организаторы открытого турнира по вольной борьбе преследуют основную цель – привить интерес к спорту у подрастающего поколения и подготовить их для участия в межрегиональных и всероссийских турнирах. Весовые категории 10 у нас тут, начиная с самого малого 26 кг и до 60 кг. Дети очень перспективные у нас в данный момент, они уже дошли до 1/8 финала. Борются хорошо. Победителей и призеров ждут подарки, кубки и медали. Идрис Ижеев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.